Далее эфир нашего канала продолжит брифинг о текущей эпидобстановке в регионе. Актуальную информацию на пятницу, 25 декабря, сообщит министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Елена Фреймовна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день. Сегодня на 25 декабря зарегистрировано 194 новых случая. Из них максимальное количество традиционно в городе Якутске 84. Но если мы видим некий спад по городу Якутску в нашей столице, то имеется некий подъем в наших крупных населенных округах. Так, например, в Миринском районе это 20 случаев, в Мегино-Кангаласском 14, в Алданском 12, в Неренгринском 10 случаев и еще в 17 районов от 1 до 6 случаев. Хотелось бы отметить, что практически 78% из всех пациентов, которые были зарегистрированы с начала пандемии, у нас выздоровело. Сегодня максимальное количество находится на амбулаторном лечении, чуть меньше 1000 находится на стационарных койках. Коечный фонд у нас уменьшается согласно тех параметров, когда есть потребность в коечном фонде. При этом мы все равно сохраняем резерв, понимая, что возможно в любой момент увеличение количества заболевших, особенно в период после праздничных дней. Поэтому хотелось бы обратиться к населению, помнить о том, что все-таки, несмотря на то, что есть некий спад, ситуация все равно остается напряженной. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, особенно сейчас, в активные предпраздничные дни, когда мы традиционно ходим, посещаем торговые центры, какие-то мероприятия. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, ношение масок, социальную дистанцию. Все это даст нам возможность уберечься от таких основных заболеваний, как в том числе ОРВИ, который начинает сегодня расти, и, конечно, от новой коронавирусной инфекции. Надо сказать, что наши лаборатории сегодня имеют мощность до 6000, но пока мы делаем 2000 исследований по потребности населения. Всего за весь период мы сделали свыше 523 тысяч проб на новую коронавирусную инфекцию. Я желаю всем благоприятно провести новогодние праздники. Для этого, еще раз повторю, надо себя беречь своих родных и близких. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а мы переходим к выпуску новостей. Отличный подарок к Новому году. Спорткомплекс с бассейном и культурный центр открывают сегодня в Мегино-Кангаласском районе. Не менее приятный день прошел и у жителей села Урицк Алекминского района. Там открыли фельдшерский пункт. Программа по снижению напряженности на рынке труда. Расскажем об участии Махсагалохского хлебозавода. Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Отличный подарок к Новому году получили жители Мегино-Кангаласского района сегодня. Новый многофункциональный спорткомплекс с бассейном «Парус» торжественно открыли в райцентре поселке Нижний Бестях. В мероприятии принял участие глава Якутии А.С. Николаев. Строительство объекта началось в мае прошлого года по нацпроекту «Демография». Площадь двухэтажного спорткомплекса более 7000 квадратных метров. Здесь расположились залы для занятий аэробикой, настольным теннисом и тренажерный зал, а также универсальный спортзал, бассейн и сауна. Также комплекс воплощения политики доступной среды. Вход в здание со всех сторон доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы региона, возведение таких объектов – это инвестиции в здоровое будущее страны. А.С. Николаев выразил уверенность, что теперь в районе появятся новые имена в спорте Якутии. Конечно же, уверен, что он станет центром притяжения спортсменов, людей, ведущих здоровый образ жизни, не только Нижняя Бестяха, но и всего Мегино-Кангаласского района, всего Заречья нашей республики. Уверен, что вот появление таких крупных спортивных объектов, оно в наших сельских территориях нужно, необходимо. И, конечно же, я уверен, что благодаря вот этому объекту конкретно и в Мегино-Кангаласском улусе, и в других районах республики нашей будут появляться новые чемпионы, те, кто будут прославлять нашу родину, так же, как и делали это и делают сейчас наши якутские спортсмены.
Но в эти минуты глава региона работает в селе Майя, где принимает участие в торжественной церемонии открытия Дома культуры. Сейчас там находится мой коллега Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи с нашей студией и расскажет об особенностях нового объекта. Дима, здравствуй, передаю тебе слово. Сергей, здравствуй. Ну, вообще сам объект является объектом со сложной конфигурацией. Он имеет 2 этажа. Сейчас мы находимся на 1-м этаже. И здесь расположились вот фойе, где сейчас мы находимся. Это современное такое вот, тут кафелем покрыто и так далее. Ну, а если здесь дальше пройти, то находится здесь кафе-столовая с посадочным местом. Более 100 человек. Также здесь можно провести различные культурно-досуговые мероприятия. Ну, а здесь, вот тут, вот в этом, за этими дверями находится киноконцертный зал с посадочным местом более 300 человек. Мы сейчас не можем его показать, потому что там проводится сейчас торжественная церемония открытия данного объекта. Если дальше вот пройти по коридору, то там находится административный комплекс здания. Здесь также есть зона для охраны и есть также вот место, где можно приобрести кассы на культурные мероприятия. На 2-м этаже данного объекта расположились фитнес-залы, также кабинеты для кружков и секций, а также, самое главное, здесь появился новый кинозал вместимостью 50 человек. Ну, хочется отметить, что данный объект здесь возводился в рамках программы Фонда будущих поколений содействия. И вот что нам рассказал его руководитель. Получили пожертвования от акционерной компании «Алроса», и более 300 миллионов рублей было направлено на этот объект. То есть этот объект достаточно такой большой, около 3000 квадратных метров. Знаете, что здесь достаточно много таких функциональных помещений, как зал на 300 мест, очень большой получается, да, для сельской местности, кинотеатр отдельный на 50 мест, 3 танцевальных зала. И, соответственно, вот такой объект был построен вот за примерно 300 миллионов рублей. Ну а коллектив культурно-досугового центра здесь уже вовсю работает. Они проводят онлайн-мероприятия и с нетерпением ждут снятия ограничительных мер, чтобы принять жителей села Майя. На этом у меня все. Сергей. Дима, спасибо. Дмитрий Тымыров в прямом эфире об открытии Дома культуры в селе Майя. Глава Якутии заявил о реставрации здания реального училища и мужской прогимназии в Якутске во время своего послания к Госсобранию Илтумен. Айсен Николаев поручил правительству в следующем году начать их восстановление с привлечением внебюджетных средств. Также глава региона обратился к руководству Якутска с поручением перейти к практической реализации проекта «Старый город-2» в Залаге. Отмечена и необходимость пересмотреть закон о статусе столицы, определив главные составляющие устойчивого развития города как исторического, административного, финансового, образовательного и научного центра Якутии. Сделать все это поручено в рамках подготовки к столетию Якутской АССР. К столетию юбилея республики мы как раз говорили, что, может быть, мы успеем это сделать, хотя мы понимаем, что это большие деньги, но в то же время это история города, история республики, народа и так далее, да, и то, что сегодня вот Айсен Сергеевич поднял вопрос о восстановлении этих вот зданий, это, конечно, очень важно, и мы надеемся, что и залог наш, который жемчужина такая еще сохранилась там маленечко, да, в городе, мы ее сохраним, как она должна быть, и это будет и подарок и гостям города, и жителям города. Ну, в конце концов, нельзя жить в будущем, не зная прошлого. В своем послании к Госсобранию Илтумен глава Якутии обратил внимание и на экономическое развитие региона. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, крупные предприятия республики продолжают движение вперед. Подробнее о положении дел в железных дорогах Якутии в следующем сюжете. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев подчеркнул, что экономика в этом году ощутила сильнейший удар от пандемии. Но при поддержке государства многим организациям удалось избежать экономического коллапса. Компания «Железные дороги Якутии» потеряла 70% пассажиропотока. Несмотря на это, каждый день четко по расписанию ходят поезда. Но в то же время сильно увеличился объем грузоперевозок, что благоприятно отразилось на устойчивом экономическом положении организации. В 2020 году мы достигли еще одного
такого значимого успеха мы впервые привезли в Нижний Бестях, в сердце Якутии, первый свой в течение года 1 000 000 тонн грузов. Опыт 2020 года показал, что более 130 тысяч тонн, ну нетрудно поделить на количество машин на 20 тонн, сколько мы груза загрузили именно в Нижнем Бестяке. Груз разнообразный, контейнеры, газ, уголь, лес и так далее. Вся номенклатура грузов, и уже вывезли в целом за пределы республики по разным направлениям. Компания ежегодно перевозит все больше и больше товаров народного потребления. Значение железнодорожного транспорта в экономике Якутии высок, и коллектив прилагает все усилия для выполнения поставленных целей. Знаковым событием для села Урицк Алекминского района стало открытие фельдшерского пункта. Ведь это произошло в день, когда следующий год был объявлен годом здоровья. Кроме того, для местных жителей открытие пункта стало долгожданным подарком к Новому году. Елена Фаст подробнее. Село Урицкое отдаленное. Здесь проживает порядка 200 человек, в том числе 51 ребенок и возрастное население, а значит, востребована медицинская помощь. Очень необходимо нашим жителям. Естественно, наше село также, часть больших жителей уже стареет и нуждается в своевременном оказании правильной медицинской помощи. Новоселье фельдшерского пункта стало по-настоящему большим событием. Проект здравоохранения работает. Строительство и модернизация фельдшерских пунктов – это одно из важных направлений федерального проекта развития первичной медико-санитарной помощи, который реализуется в рамках национального проекта здравоохранения. Его целью является обеспечение качественной, своевременной, доступной медицинской помощи. Это не только новое здание. Пункт полностью укомплектован медицинским оборудованием и специальной мебелью. Поступило абсолютно все необходимое оборудование, которое применяется для оказания помощи на первичном звене в фельдшерских пунктах. Это первое и пока единственное здание в селе, где установлено электроотопление и есть полное благоустройство. Тут стоят 2 тена, один 9-вольтовый и один 18. При сильном холоде включаем 18, когда тепло 9-вольтовый. Все здесь видно, убавлять, прибавлять. А вот окна с электроподогревом – ноу-хау даже для Алекминского района. Окна пластиковые и, значит, получается стеклоотопляемые фирмы «Термоглаз», что будет намного эффективнее по теплоснабжению. Значит, теплоснабжение – это электрические котлы, и как вот повезло в этом году, в селе Урицкое поставлена тоже модульная электростанция. Фельдшер села очень рада. Сейчас благодаря новому оборудованию это улучшит качество медицинского обслуживания населения. Потому что оборудование очень хорошее, очень современное. Довольны и жители. Все-таки дождались. Давно, конечно, хотелось бы, чтобы было такое многофункциональное здание, красивое, уютное, чистое, которое действительно было бы и теплым, в то же время в наши климатические условия. И хочется, конечно, поблагодарить наше правительство, наши руководители, которые создали для нас вот такой бесценный подарок. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Последний день уходящего года, 31 декабря, объявлен выходным днем в Якутии. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Отмечается, что выходным он станет для госслужащих, а также работников исполнительной власти и бюджетной сферы. Помимо этого, рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днем и для организаций иных форм собственности. Предприятия Хангаласского УЛУСа приняли участие в программе, направленной на снижение напряженности на рынке труда. Период программы пришлось на 3 осенних месяца, это сентябрь, октябрь и ноябрь. В этот период предприятиям компенсировали часть расходов на зарплаты в обмен на сохранение рабочих мест и прием временных сотрудников на общественные работы. Об опыте участия Махсагалокского хлебозавода в этой программе расскажет Виолетта Засимова.
По словам Сергея Гребнева, генерального директора Махсакаловского хлебозавода, пандемия не сильно ударила по хлебопекарному бизнесу. Как говорится, хлеб всему голова. Это неотъемлемая часть рациона питания среднестатистической семьи. Но влияние пандемии все же чувствуется. Магазины уменьшили количество заказываемых булок. Одно время поставки хлеба в школы и детские сады шли с перебоями из-за приостановления деятельности этих учреждений. В осенний период, да, у нас пошли немножко спады по производству и планировали сократить рабочее время постоянных сотрудников. Их 3 человек было. Под сокращение рабочего времени на 4 часа попали 2 сотрудника отдела продаж и 1 пекарь. Их заработная плата могла снизиться практически на 50%. Но как раз в это время Центр занятости населения Улуса предложил хлебозаводу принять участие в программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Было заключено соглашение и озвучены условия. Условие с соглашением являлось то, что они нам компенсируют. Во-первых, оставят это рабочее время постоянных сотрудников полным рабочим днем и компенсируют нам эти затраты. Заработной платы. Помимо этого компенсировали нам все налоги, которые оплачиваем мы за сотрудников. В моей ситуации сокращение рабочего дня отразилось в зарплате где-то 15 тысяч рублей. Моя зарплата стала меньше на эту сумму. Но благодаря мерам поддержки Центра занятости нам удалось восстановить зарплату до 100%. Также в рамках данной программы хлебозавод принял на временные общественные работы 7 безработных граждан. Расходы на оплату их труда также возмещались по линии Центра занятости населения. После окончания программы 5 человек остались работать в хлебозаводе на постоянной основе. Я сюда устроился с октября месяца. Я работал пока не постоянно, на постоянной основе. Потом меня уже на постоянку взяли. Уже понравилось, как я работаю. Помимо Махсакаловского хлебозавода в программе дополнительных мер приняли участие такие предприятия, как Хангалас-Ас, Хангаласский Гастрой, конезавод Берте-Ас, Наука, пассажирское автотранспортное предприятие Хангаласского Улуса и крестьянско-фермерское хозяйство Алины Заморщиковой. Виолетта Застимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.